Время спорта на Лото-24. С вами Мария Иванова. Здравствуйте. Кыргызстанцы завоевали золотые медали на Кубке Азии по армрестлингу в Узбекистане. В Ташкенте с 21 по 26 ноября проходил турнир на Кубок Азии по армрестлингу. Золотые медали завоевали Асема Маликова в весовой категории до 50 килограммов и Алтынай Омурбекова в весовой категории до 40 килограммов. Саб-юниоры – девочки. Байтур Абджалбеков в весовой категории до 60 килограммов. На правой и на левой руках саб-юниоры – мальчики. Шахзода Юнусова в весовой категории до 55 килограммов. На правой и на левой руках. Молодежь – девушки. На этапе Кубка мира по шпаге среди юниоров, прошедшего в Ташкенте, кыргызстанская сборная девушек заняла 3-е место в командном зачете. В соревнованиях принимали участие 6 стран. За выход в четвертьфинал сборная Кыргызстана выиграла команду из Монголии. За выход в полуфинал уступила Узбекистану. А в упорной борьбе за бронзу обыграла команду из Объединенных Арабских Эмиратов. В составе отечественной команды Айпири Тактагулова, Юлия Никитина, Акак Кенешева и Алия Мамырова. В пилотных школах Бишкека с 1 декабря начнут работать секции волейбола. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. По ее данным, секции откроют в 10 пилотных школах по инициативе министра образования Уланбека Мамбетакунова в рамках исполнения указа президента о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности и для популяризации командных видов спорта, пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди учащихся общеобразовательных организаций, а также совершенствования профессиональных практических навыков студентов высших учебных заведений. Занятия в секциях будут проводить 22 студента 2 и 3 курсов Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта. В секции будут допущены учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Занятия будут проводиться во внеурочное время в спортивных залах и площадках пилотных школ до 30 марта 2023 года. В апреле будет организован турнир по волейболу среди команд пилотных школ, отметили в ведомстве. В Минобразования добавили, что в случае положительного результата проекта в школах будут открывать спортивные секции, привлекая к проведению занятий студентов вузов. Легкоатлетка Сардана Трофимова допущена до международных стартов. В базе Всемирной легкоатлетической ассоциации World Athletics, где она значилась как россиянка, изменили страну на Кыргызстан. Решение вступило в силу 22 ноября. Комиссия учла, что спортсменка длительный срок не представляла свою национальную федерацию, отстранена с 2015 года, которая и последний раз участвовала в официальных и международных соревнованиях 27 сентября 2019 года в качестве нейтрального атлета. Спортсменка проживает в Кыргызстане с 2018 года. Всемирная федерация легкой атлетики не возражает против решения спортсменки представлять Кыргызстан. Напомню, якутская бегунья Сардана Трофимова в мае 2022 получила гражданство Кыргызстана. В сентябре она выиграла полумарафон в Алмате и в октябре стала 6-й на престижном марафоне в Германии. Юные гимнастки из Кыргызстана приняли участие в международном турнире в столице Грузии, городе Тбилиси. В турнире участвовали представительницы 14 стран – Грузия, Азербайджан, Эстония, Украина, Израиль, Узбекистан, Казахстан, США, Арабские Эмираты, Кувейт, Турция, Армения и Кыргызстан. Команда Кыргызстана была представлена 6 воспитанницами с Дюшор Интымак. Первое место в категории предюниоры заняла Аяна Токушева, которой организаторы турнира также присвоили титул «Мисс Грация». Кроме того, 7-летняя кыргызстанка Даткаим Джузуббекова завоевала золото многоборья в своей возрастной категории, в которой было 26 участниц. Остальные гимнастки из Кыргызстана показали результаты выше среднего, достойно представив нашу страну на крупных соревнованиях, отметили в федерации. Команда выступала под руководством молодого тренера с Дюшор Интымак Элины Ратиновой, которая в прошлом сезоне уже подготовила мастеров спорта международного класса, показавших высокие результаты на чемпионате Азии по художественной гимнастике.
Накануне завершились очередные матчи второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 в Катаре, в которых играли команды из групп С и Д. Группа С – Польша, Саудовская Аравия 2-0. Аргентина оправилась от проигрыша Саудовской Аравии и победила Мексику 2-0. В группе Д Тунис проиграл Австралии 0-1, а Франция обыграла Данию 2-1. В квартете С по итогам единоличным лидером оказалась сборная Польши, которая набрала 4 очка. На второй строчке теперь находится Аргентина, на третьей Саудовская Аравия. Замыкает квартет Мексика, которая пока единственная из 4 команд не сумела одержать ни одной победы. В группе Д Франция набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Судьба второй путевки решится в последнем туре. В данный момент Австралия занимает второе место, а на третьей и четвертой позиции расположились Дания и Тунис, у обеих команд по 1 очку. А я вам напомню, что все права на прямую трансляцию чемпионата мира по футболу на территории Кыргызстана приобрела национальная телерадиовещательная корпорация, и смотреть турнир вы можете на телеканалах НТРК и КТРК Спорт. Каждые 2 недели в Кыргызстане проходят международные турниры по смешанным единоборствам ВЭФ Кулату Эртаймаш. Как среди любителей, так и среди профессионалов. Один из них состоялся 22 ноября в Бишкеке. Было проведено 15 боев с участием спортсменов из 7 стран. И сегодня в гостях передачи «Время спорта» президент Федерации ВЭФ Кулату Эртаймаш Руслан Кыдырмышев, который нам расскажет, как прошел турнир, о самом эпичном бое и о развитии этого вида спорта в Кыргызстане. Здравствуйте, Здравствуйте, Руслан. Рада очень вас видеть здесь, у нас в студии. Ну и начнем сразу же о прошедшем турнире, который прошел 22-го. Как он вообще прошел? Довольны ли участники? То есть 7 стран участвовало. Расскажите. Касаемо последнего турнира, который мы провели, который вы обозначили, могу сказать, это был турнир среди профессионалов, но это был не международный, это был турнир среди профессионалов, участников, которые из Кыргызстана именно. Мы так называем гран-при. Что это значит? Это когда 16 таких лучших бойцов одной весовой категории участвуют на одном турнире, где, чтобы стать чемпионом, они должны победить, должны провести 4 боя с 4 профессиональными бойцами, можно сказать. И могу сказать, что это такие подобные турниры делаются для чего? Потому что очень много среди профессионалов, как вы знаете, каждый считает себя лучшим. Вызывают друг друга. Очень много таких, но это спорт ММА, он сам по себе такой. И подобного рода турниры, где бойцы участвуют именно на вылет, это мы выявляем действительно лучшего бойца в этой весовой категории. И очень большой интерес. Я как спортсменка. Да, это очень большой интерес, а то многие привыкли, конечно же, ММА среди профессионалов в основном они проводят один бой за вечер. Это как в UFC и в других промоушенах, но мы сейчас на данный момент, это мы не в первый раз, мы в 3-й раз провели, до этого мы проводили ВЭФ Global Grand-Prix, там действительно это были такие турниры, которые мы создали практически новых звезд. Это, допустим, Ханат Келдибеков, Рускул Ибрагимов, которые после таких побед, после такого турнира, их действительно о них заговорили. Не только в Кыргызстане, но и было очень много таких хороших предложений с других промоушенов. И могу сказать, что мы на данный момент пытаемся проводить такие международные турниры среди профессионалов, ну, почаще, как говорится. Так, хорошо, расскажите, вот сколько профессиональных бойцов у нас в Кыргызстане на сегодня? Это действительно очень такой актуальный вопрос, который я могу сказать, что 7 лет назад, когда мы до проведения нашего первого профессионального турнира, который мы провели в Кыргызстане, у нас профессиональных бойцов, которые зарегистрированы в портале Шердок, это паспорт для бойцов, их было, наверное, бойцов 4 или 5. Это была большая гордость на самом деле.
А на данный момент, последний раз увидев, я на самом деле сам очень сильно удивился, более 1400 профессиональных бойцов мы создали за эти. Да, и тем самым я считаю, что в этом виде спорта мы не должны отставать от других наших соседей, от других промоушенов, как говорится. Наша первоначальная цель, чтобы наши бойцы, мы являемся трамплином для того, чтобы наши бойцы могли участвовать уже в других мировых промоушенах. Их очень много. Они не просто участвуют, они завоевывают чемпионские пояса. И на самом деле очень многие бойцы сделали очень хорошую карьеру. Вот как раз о перспективе у меня есть один вопрос. То есть какая перспектива у бойцов? То есть идет наверняка, вот как вы говорите, лучшие, да, отбираются, и вот куда дальше они стремятся, и как бы вы, может быть, создаете какие-то условия, как-то поддерживаете? Вот, допустим, мечта каждого бойца, который у нас выступает, и в других местах, могу сказать, что первоочередная цель — это попасть в UFC. И, как мы знаем, наша Валентина Шевченко показала, она является примером того, что наши бойцы не просто могут попасть туда, но она показала то, что там возможно и завоевать это UFC, стать чемпионом и сделать себе мировое имя, остаться в истории спорта. И могу сказать, что вот бойцы, которые у нас после нашего промоушена заметили их и пригласили на другие промоушены, допустим, Камрян Абазов, чемпион One FC. Да, это, хотя он у нас вырос, у нас стал профессионалом, как говорится, и могу сказать, что таких примеров очень много. И я считаю, что это вид спорта, который должен только развиваться. Не стоять на месте. Он абсолютно не должен стоять на месте. Тогда такой вопрос, раз мы о Валентине Шевченко заговорили. А есть ли у вас девчонки у нас в Кыргызстане, бойцы, которые, может быть, единицы, и пока им не нашлось соперниц, но как-то вы рассматриваете вот для девушек создать площадку? Вообще у нас девочки дерутся, но в основном сейчас они как среди любителей. Да, а допустим, на профбое у нас выступали, и вы знаете, я мог бы сказать, что будучи девушкой, намного легче стать звездой, потому что и конкуренции меньше, и действительно для всех это очень интересно. Вот были случаи, когда дворец спорта, он полный, выступали у нас. Наша девочка выступила против спортсменки Узбекистана, и вы знаете, этот зал взорвался просто от восторга, потому что когда две вот такие красивые девушки, но выходят на ринг, да, и могу сказать, что мы это не исключаем, конечно же. Я считаю, что мы над этим будем еще работать. Просто, вы знаете, менталитет кыргызов не особо дает развернуться девушкам именно в этом виде спорта. Многие говорят, не женское это дело. Ну да. И вот поэтому, мне кажется, многие родители не хотят, чтобы их девочки бились, ходили с синяками, да, на лице. Я понимаю это все. Вот смотрите, я девчонка, которая занимается единоборствами, или тот же самый мальчишка, и хочу прийти и хотя бы начать с любителя, но перейти в профессионал. Куда мне идти? Что мне для этого нужно? Главное найти хороший зал, где просто многие залы даже, честно сказать, не берутся тренировать ММАщиков? ММАщиц, можно сказать. ММАщиц, окей. Да. И могу сказать, что, конечно же, можно. Это пойти в любой зал, если показать себя с хорошей стороны, если есть желание, упорство, безусловно, у нас можно сделать карьеру, потому что мы очень часто проводим турниры среди любителей, где участвуют по 400, по 500. Ну, то есть заявиться я могу, в принципе, прийти, если у меня соответствует там медицинская справка есть и есть навыки. Да, все правильно. Перед этим пройти
медосмотр, все со справочкой, и можно, если мы, допустим, я или наши матчмейкеры заметят, что девочка или девушка, она талантливая, безусловно, мы можем организовать и бой среди профессионалов. Так что добро пожаловать, если кто хочет. Отлично. Ну и расскажите в целом о развитии этого вида спорта. Уже я поняла, что было там 3 бойца, стало уже около 1500. И вот сколько турниров профессиональных и любительских, вот немножко разделим, вы за этот год уже провели? И какие вот планы как бы на будущий год? На будущий год мы недавно выставили календарный план. До конца 2023 года мы поставили около 35 профессиональных турниров. Это, вы знаете, очень много для любого промоушена. И 2 турниров, которые проведение в год, в принципе, считается нормальным. Но, вы знаете, смысла нету проведения таких мероприятий, если ты проводишь такие турниры раз в год. Это никакого роста ни у спортсменов, ни у федерации, ни у кого нету. Вот поэтому для многих, наверное, интересно действительно вопрос, для чего нужно так часто проводить такие турниры. Ну, это могу сказать, что это необходимо. Если мы хотим, чтобы этот вид спорта развивался, если мы хотим, чтобы у нас выросли чемпионы, чтобы нас замечали, чтобы о нас говорили, проведение таких турниров это просто-напросто необходимо. Это, я вам сказал, 35 турниров среди профессионалов, а среди любителей у нас, наверное, более 40 даже, можно сказать. И так что, если этот вид спорта забросить, не обращать внимания, про него просто-напросто все забудут. И нам просто нужно будет смотреть, как проводят турниры, как развиваются спортсмены в других странах. Есть ли какие-то сложности, возможно, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь вот на протяжении вот этого пути, возглавляя федерацию? Конечно, есть всегда только одна единственная проблема – это проблема финансирования. Для проведения такого небольшого турнира среди профессионалов требует, ну, как минимум, это 500 000 сомов. Это как минимум. И вы представьте, каждую неделю... Если каждые 2 недели каждые 2 недели, да. Но у нас четко поставленная цель, что мы... Вы знаете, мы сперва назначаем дату, а потом начинаем думать, как все это финансировать. И вы знаете, когда дела обстоят так, когда ты уже ставишь дату, а потом уже начинаешь думать, бегать, только тогда мы сможем это сделать. А если бояться думать, блин, сколько финансов нужно, все время задавать себе такой вопрос, вы знаете, ни один человек не захочет вкладывать в вид спорта, потому что на данный момент действительно очень мало людей, которые вроде бы есть богатые люди, но в спорт мало кто хочет, в принципе, вкладываться, как говорится. Ну вот предстоящий турнир состоится 6 декабря. Расскажите, где он будет проходить, вот в каком формате, сколько будет участников? 6 декабря это будет проходить там ресторан «Алато», это будет проходить рестоклуб, можно сказать. Да, внизу очень такое большое помещение, и мы раза 2 уже там провели, и могу сказать, не только мы проводим в таких небольших помещениях, но и даже UFC бывает, иногда они проводят в таком небольшом зале проводят. Так и мы сейчас 6 декабря будем проводить такой профессиональный турнир среди профессионалов, куда приедут бойцы с Узбекистана и с Казахстана. Можно сказать, такой обмен опытом. И они развиваются, мы развиваемся. И для наших спортсменов интереснее им, когда они выходят на октагон не с кыргызстанцем, но с гостем. Либо с Казахстаном, либо с Узбекистаном. Тем более в своих стенах это еще больше ответственности. Да, больше ответственности, да. И я считаю, что будут выступать очень такие хорошие именитые бойцы. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас именно, чтобы вы пришли, оценили как профессионал.
И, конечно же, всех зрителей, которым интересно. Кстати, вот зрители, фанаты, болельщики, все, кто захотят, будет ли вход свободным или все-таки нужно будет приобрести какой-то билет? Нет, мы билет, конечно же, у нас они продаются в продаже, ну, не больше 300 сомов. Ну, такая символическая Это просто символически. стоимость, да, Да. как, в принципе, сходить в кинотеатр, Да. там, Всё понимаю, правильно. все приемлемо и доступно. Все правильно. Класс. Ну и такой заключительный вопрос. Есть такая информация, что Объединенный мир борьбы хочет в реестр своих видов спорта включить, там есть 3 вида борьбы, грэпплинг и сейчас панкратион. Да. Что вы знаете об этом? И в 2028 году даже хотят попробовать на Олимпийских играх, да, этот вид спорта? Да, все правильно. Вы знаете, мечта всех федераций, которые существуют, на самом деле, многие называют это коммерческим видом спорта. Многие говорят, ну это же не олимпийский вид спорта. Есть такие люди, которые просто-напросто не признают нас. Но могу сказать, что то, что ЮВВ включил панкратион в саму такую борцовскую семью, можно сказать, это очень, очень хорошо, и это дает шанс нашим бойцам смешанных единоборств. Может быть, в 2028 году, если ЮВВ включит панкратион в Олимпийские игры, через эту федерацию могут брать лицензии и участвовать на Олимпиаде. И могу сказать, что наши спортсмены как хорошо борются, так и умеют хорошо биться на ринге. И мне буквально недавно поступило предложение, чтобы эту федерацию возглавил именно я. Хотя у меня дел было очень много, но я с удовольствием принял их предложение. И я считаю, что дай бог, уже с 2023 года мы уже начнем проводить здесь турнир среди любителей. Может, проведем чемпионат Азии, может быть, даже мы чемпионат мира проведем по панкратиону. И я считаю, что все будет просто замечательно. Дай бог, в 2023 году, но наших бойцов ждет новые перспективы, поставлены новые задачи, и мы будем стараться все это организовывать. Отлично. Я благодарю вас за такую беседу замечательную, за информацию новую. И я напомню телезрителям, что в гостях передачи «Время спорта» президент Федерации ВЭФ Кулату Эртаймаш, это смешанные единоборства, Руслан Кадырмышев. Я надеюсь встретиться с вами еще уже с какими-то успехами еще большими. Спасибо. Это были самые важные спортивные новости недели. Занимайтесь спортом, держите себя в тонусе и смотрите передачу «Время спорта». До новых встреч!